Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его? Известные строки из статьи Виссариона Белинского, ставшие крылатыми благодаря героине Татьяны Дорониной, старшей сестре из пьесы Володина, вдруг оказываются так уместными здесь, в уютном театральном пространстве. Основанный более 70 летий назад на базе Белорецкого драматического, волей судеб, гастролировавшего в Стерлитамаке, русский драмтеатр исторически располагается в родных стенах. На этой сцене было создано более 600 спектаклей по произведениям отечественных и зарубежных классиков, начиная от Шекспира, Шиллера, Островского до современных авторов Ольшанского, Птушкина и Горина. Шахбазиди, Гриценко, Меркулович, Шрагер, Ремезов, Оборенко, а еще Борис Францевич Земло, Валентина Егоровна Бродская. Это имена выдающихся деятелей, режиссеров, актеров, ревностных хранителей традиций русской театральной школы, ставшие символами стерлитамакской драмы. Такие вот эта вся полоса, это вот такие вот актеры. В Театральном музее в окружении старых афиш, документов, фотографий основоположников, артистов в рассказе экскурсовода закономерно всплывает слово «намоленный». Да, Виктория Александровна Замесина любит свой театр, которым руководит более 10 лет. Так, со знакомства со Стерлитамакским русским драматическим и признание в любви родному театру началось выездное заседание регионального общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Башкортостан. Обсуждаем реализацию федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в республике. Это театры малых городов, театры для детей и молодежи, итоги и новые направления. Не просто поддержание стабильного уровня развития и зрительского интереса, но и улучшение репертуарной политики. Таковы основные задачи любого театрального коллектива. Надо сказать, что на сегодняшний день в постоянной афише стерлитамакской русской драмы прописались 28 спектаклей, включая детский репертуар. В том числе редкие на российской сцене Руслан и Людмила Пушкина, Недоросль Фанвизина, которые идут здесь с аншлагом. Костюмы, декорации, машинерия, а еще правильный свет, звук, дым, спецэффекты. Современный театр требует иной подачи, нежели его предшественники. Так, в 2017-18 годах на приобретение современного светового и звукового оборудования, создание декораций, а также сотрудничество с приглашенными техническими и творческими специалистами, художниками, хореографами, музыкантами, включая создание самих спектаклей, вышеупомянутых Руслана и Людмилы, Недоросля и «Проводов белых ночей» по советской пьесе, было потрачено около 13 миллионов рублей. Таков итог реализации проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов» в отдельно взятом театре. Знакомство с театральной жизнью Стерлитамака продолжилось в Башкирском драматическом, который на протяжении почти 3 десятилетий радует своих поклонников не только в этом городе, но и в регионе. Но истины ради стоит напомнить, что первый профессиональный башкирский театр появился именно здесь, в некогда столице первой советской автономии. Кстати, именно этому историческому событию посвящена одна из значимых постановок стерлитамакского башдрама «Ашкадар» Мухаммедши Буранголова с сценической версией Гульсесек Саламатовой. Две премьеры 2018 года «Ашкадар» и «Беглый», то есть «Беглый» Спартака Ильясова, получили грант федерального проекта «Культура малой Родины». Расходы на творческую часть составили 1 600 000, а на укрепление материально-технической базы, приобретение света, звукового оборудования, механизм сцены 5 264 000 рублей. Софинансирование из республиканского бюджета 936 000. А годом ранее, в 2017-м, состоялись две громкие премьеры: «Женитьба» по Николаю Гоголю и «Эстаган» Таганок по произведению Мустая Карима. Оба спектакля созданы на грант проекта «Театры малых городов» от партии «Единая Россия». В 2018 году проект «Театры малых городов» был объединен с двумя другими – Местный дом культуры и Театры детям – в один общий федеральный проект «Культура малой Родины».
В проекте «Театры малых городов», где 5 взрослых театров, кстати, это не только Уфа, это Туймазы, Сибай, Салават, Стерлитамак, выделено в текущем году 32 миллиона 954 тысячи 545 рублей. Что касается проекта «Театры детям», то в этом году на этот проект, на осуществление его выделяется 23 миллиона 914 тысяч 886 рублей. Вдумайтесь, какие большие цифры. То есть театры наши, благодаря вот этой поддержке, они наконец-то почувствовали, что они нужны. Они почувствовали, что они могут сделать то, о чем, может быть, они мечтали много лет, и не было возможности, прежде всего, финансовой. И вот сейчас вот этот проект предоставил им такую возможность. И как результат вы видите масса интересных спектаклей. Что касается проекта «Театры детям», то к нашему великому счастью у нас в республике попали в этот проект 3 театра, которые делают спектакли для детей. Это Уфимский государственный театр кукол, это Сибайский театр Сулпан и наш национальный молодежный театр имени Мустая Карима. Нет малых городов, нет вот этой ночи. Есть театр, есть вот это настоящий театр. Вот сегодня мы общались с вами, зрителями, мы поняли, что действительно театры интересно начали работать. Почувствовали, что они составляют огромную вот эту часть духовной жизни этого города. То есть они тихонечко завоевывают уже позиции свои, настоящие позиции, которые должен быть диктовать все это духовную, эту нравственную жизнь города. На расширенном заседании регионального общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Башкортостан, помимо руководителей стерлитамакских театров, присутствовали их коллеги из салаватской драмы. Были также приглашены представители общественности, зрители, принявшие активное участие в обсуждении репертуарной политики. Ставятся очень смелые спектакли. Вот в Башкирском театре поставили Гоголя. Это было совершенно замечательно. «Женитьба». Это гоголевская была фантазия, фантасмагория. Это совершенно захватывал спектакль. Как и Руслан и Людмила, как и «Доходное место», и как спектакль «Недоросль», который был, несмотря на то, что этот текст был фанвизинский, это был совершенно современный спектакль. «Доходное место» ни одного слова из Островского не изменили. Но мы воспринимали это, как будто мы смотрели в окно. Я как художественный руководитель Центра современной драматургии и режиссуры в республике мы за последние 5 лет провели более 30 мероприятий, семинаров и лабораторий, где участвуют преимущественно жители нашей республики. Собственно говоря, в связи с этим наши драматурги в том числе стали попадать во многие шорт-листы многих драматургических конкурсов, а также и молодые режиссеры имеют возможность, несколько из них начали свой путь даже уже за пределами нашей республики и ставят. В рамках этой лаборатории, данной, которая прошла совершенно недавно, мы тоже читали одну пьесу уфимского драматурга Антона Бескаравайнова. Называется «Федор». Да, пьеса очень хорошо, она получила отклик у зрителя, она очень многим понравилась. Собственно говоря, его первая пьеса «Молчанка» в прошлом году попала шорт-лист международного конкурса «Ремарка». И этот Федор тоже уже начала свое некое такое победное шествие. У нас есть Игорь Яковлев, у нас есть национальные кадры. Это Мунир Кунафин, Зухра Буракаева, Сарва Сурина и многие другие. Выездное заседание Общественного совета по культуре в Стерлитамаке по времени совпало с проходившим в столице республики 7-м международным фестивалем тюркоязычных театров «Туганлык», в конкурсной программе которого значился и стерлитамакский таганок по повести Мустая Карима, воплощенной на сцене режиссером Антоном Федоровым. Видно, как театр развивается в разных регионах, как они набирают какую-то, я бы сказала, мудрость, и, главное, начинают понимать, я бы сказала, ценность своей собственной культуры. То есть это фантастическое соединение, как в этом театре, все-таки московской школы, и действительно пьеса классик. И волею судеб именно «Таганок» был признан лучшим фестивальным спектаклем. Согласитесь, прекрасный подарок к столетию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Ну а далее более. Стерлитамакский башдрам с триумфом выступил и на фестивале «Наурус» в Казани.
В этом году его наши соседи целиком посвятили столетию образования Башкортостана. Хочу поблагодарить режиссера, постановщика, всю труппу Стерлитамакского театра за прекрасную, чудесную возможность окунуться в детство. Я окунулась в это теплое, нежное море детства, той беззаботности, ощущение, воспоминания того, как мы писали сочинения, как я провел свое лето. Очень интересная работа режиссера, замечательные артисты, хорошие работы по сценографии, художник по костюму. Красиво. Все очень красиво, чисто и очень по-доброму. Биг Зурахмет. Каждый здесь наверняка, даже тут никогда не был в Стерлитамаке и никогда не был вообще в этих краях, да, и не знал этих легенд, и никогда не слышал названия этого замечательного села. Он был ребенком, и у него было свое село, своя бабушка, свои друзья, и похожие истории всегда случались. В этом смысле это универсальная история, и здорово, что ее получилось передать. И поздравляю ваш театр, потому что, безусловно, это многонаселенный спектакль. Очень трудно работать на большой сцене с большой труппой. Здесь абсолютно театральный язык, очень театральный образ, начиная от декораций и заканчивая вот этим, я говорю, взаимоотношением героев друг с другом. То, как бабушка пишет письмо внуку, те слова, которые она достопочтенный мой внук Габдулла, это просто что-то удивительно потрясающее. Сама ко мне так бабушка, конечно, никогда не обращалась. И это, конечно, удивительные национальные черты, которые в этом театре присутствуют, удивительные национальные присказки и национальные легенды. Все это меня тронуло так же, как и универсальные черты. Спасибо вам. Они достойны были этой награды, они очень уверенной поступью шли к этой вершине. И это абсолютно заслуженное гран-при, которое получил Стерлитамакский башкирский драматический театр за спектакль «Таганок» по повести Мустая Карима. Сработал удивительный тандем. Режиссер Антон Федоров и режиссер по пластике Ирина Филиппова. Вот вместе как-то вот получился такой удивительный результат. Но поскольку я представляю все-таки общественный совет по проекту «Культура малой Родины», который представляет партия «Единая Россия», а именно в данном контексте мы сейчас говорим, в этом проекте есть еще один раздел, который называется «Театры малых городов» и «Театры детям». Так вот, этот проект существует уже 3-й год. И вот как раз, кстати, мы видим с вами результаты 2-го года этого проекта. Вы смотрите, сколько спектаклей поставлено. Причем какого качества, если спектакли, сделанные на деньги проекта «Театры малых городов», получают гран-при международных фестивалей, как говорится, комментарий излишний. Мы гордимся тем, что гран-при остался у нас в республике. На секундочку, это международный фестиваль, в котором участвовали все тюркоязычные театры планеты.